3 часа 50 минут, 22 августа. Короче, встаем. Вот тут я ночевал. Уже светло. Тулан возле амбара. Даже в будку не зашел. Тулами. Смотрите, какой красивый туман. Вообще огонь. Ну что сказать, ребят, спалось так себе. Кувыркался, ё-моё. Мне очень-очень хочется сейчас дальше спать. Вот сейчас к утру я начал хорошо засыпать, но уже надо вставать. Охота есть охота. Ранним утром надо проверять озера. Тулана также оставлю, он будет лаять. Вот. Ночью я не смотрел, во сколько я вставал, затопил печку, потому что стало прохладно. И второй раз я вставал, 1:51 было. Очень сильно хотелось пить. Выпил кружку чая и так засыпаю, просыпаюсь, засыпаю, просыпаюсь. Вот так и прошла ночь. На улице утренняя прохлада. Вот я сейчас кофту одел кофту, но прохладно. Ну, это ничего, так буду идти, вспотею. Вот, сейчас я возьму ружье и давайте сходим, проверим 2 озера. Дальше не стоит идти, потому что, думаю, выше уже там охотники. Хотя озер там больше и больше, очень много. Но вчера я слышал вечером шум гамно. Также спустился не то каракат, не то я не знаю что. Возможно, даже кто там был, может и уехал. Ну, сперва 2 озера посмотрим. Если будут утки, можно еще выше подняться, там посмотреть. Так что давай, погнали. Тулана не буду брать. Да вообще, когда касается охоты на уток, рябчиков, вообще из дома его вообще не надо, не стоит брать. Шумливый слишком. Жалко, не взял с собой фотоаппарат, смотрите. Оказывается, все деревья в паутинах. Такой красивый этот. Сырость. Как будто вот все замерзло. Но это не иней, ребят. Это просто вот роса. Вода. От тумана. Вон они. Ну, красиво. Что скажешь. Первое небольшое озеро. Это недалеко от, как сказать, за дорогой у избы. Следы есть, вон как ходили там. В том конце вообще следов много. Утиные тропинки такие. Кормились. Но их, к сожалению, нету. Ладно, идем к большим озерам. Вон. Этот криво, как сказать, с кривой шеей, который цапля или кто он вообще?
Да, пусто. Тишина. Следы ондатры. По берегу ондатры ходили. И все. Так подхожу. Если уже надежды нету никакого, сразу иду к озеру. Может, вдруг где-то взлетит. А может, они где-то в траве сидят. Пока не наступишь, не взлетают. Тут, ребят, грибы, оказывается, выходили. Грузди. Ну, у нас сухие грузди называем. Вон они. Для соления грибы. Между прочим, чистые. Для засолки их самое то. Вон их много. Там лодка чья-то рыбацкая. Вот она. Очень много. Кругом. Вот гриб, вот. Такой куча такая. Выход был. Грузди. Их много надо мочить. И хорошие грибы, вкусные тоже. Мой лает до сих пор. Вон он какой огромный тут. С червями. Блядь. Прозевал, ребят. Соскользнул палец. Ё-моё, в лед можно было бахнуть. Вдогонку. Вот это да. Как оно мне, блядь. Не подготовился, я уже думал, все, вообще не тут так. А они тут, оказывается, сидели. Как назло. Да. Бывает такое. Такой красивый мишень был. Ха. Вообще не ожидал. Вообще думал, пусто тут. Они затаились. Озеро большое, оно туда идти вообще, блин. Там лес густой. Вот так бывает, ребят. Ничего не поделаешь. Какие-то доли секунды и ушла утка. Но огорчаться не станем. Они низом пошли, может, где-то вот туда сели. Туда далеко идти. Вот такая чаща кругом. Ну что ж, идем дальше. Услышал крик утки вон там, в том конце. Там травянистое место, конечно. Может, они туда ушли. Ладно, сходим. Хорошая собака по уткам, если там побродит. А так шансов мало. Опять грузди. Вон они, выходы.
Проверил 2 озера. Видел только 2 уток. Ну и азарт приходит во время охоты. Решил еще дальше сходить. Явно куда-то улетели выше. Там озера. Выстрелов не было. Или охотники еще спят, или там никого нету. Как говорил вчера, каракат спустился. Вот такая протоптанная дорога. Может и действительно никого там нет. Короче, схожу, я еще 2 озера проверю. Тишина. Зимой на это озеро я и прихожу рыбачить. Где хоть какая-то рыба еще есть. Уток, к сожалению, нету. Где-то белка зацокала. Слышали? Где? А, вон на березе. Вон он. На середине шишка и в зубах. О, еще выше поднимается. Всегда они шишкой в зубах затрагивают. Какая-то птица поднялась. Он на пихту перескочила. А тут кто поднялся. Что-то интересное. Всяко разные случаи, ребят, бывают. Бывают, утки переходят по земле. А может, вальшнеп. Не знаю, кто-то отсюда дернул.
чуть назад она выстрелила. Хорошая цель была, не попал. Блин. 2 штуки подбил. Вот одна, вот вторая. Это чернить. Хохлатая чернить. Того придется с другого берега доставать. А этот на самой середине, не знаю, веревка достанет, нет. Неудачно упал, блин. Когда я увидел, вот там я шел по дороге, волна шла. Оказывается, отсюда волна уходила вон туда. Я думал, тут в углу утки. Я пришел примерно вот сюда, дошел. Этих я уже увидел. А в том углу 2 кряквы сперва выскочила. Они улетели бесшумно, без ничего. Потом еще одна кряква выскочила, потом... Я думал, только 2 утки тут. Оказались даже 3. Вот, одного я видел. Одна кряква потом взлетела вот там. Потом я выстрелил. Второго выстрелил. И оказывается 3-я утка еще. Кроме этих 3 уток, еще там 1 кряква. Получается 2, 5, 6, 7 уток тут на озере сидело. Вот так бывает. Отлично. И хватит. Вот достать вот это самое главное. Блин. Я не знаю. Просто не знаю, как достать его. Далеко. Ребят, нам повезло. Тут лодка. Да. Вообще четко. Весло не знаю, есть или нету. Но лучше спущу я лодку. Тяжеленькая, но... Без лодки просто мне не достать 2-ю утку. Так, ладно. Возьмем. Да, весла нету. Ничего. Палкой справимся. Возьму, а обратно на место положим. Так. Вообще класс. Так. Фу. Отлично. От винта. От винта. Ширку таката. Voi лаптопелиса. Или новый лаптопелиса. Как-то не помню уже. Тай-ра-ра-рай. На-на-на-на-на. Турынчеж. Ну вот, ребят, первая. Хохлатая чернить, наверное, это называется. Ну и там еще 2-я. Да нет, это, ребят, не чернеть. Это совсем другие утки. Может, гоголь? Что-то мало такие мне попадают. Такая вот желтая лапа такая. Ну и нос совсем. Нет, это не чернеть. У чернети широкая. Вот как, ну, наверное, я думаю, это гоголь. Редко я их стреляю, очень редко. Так
такое оперение. Вон они. Грудка белая, самчу серого цвета и вот такой носик. Нет, это не этот, не черники. 100%. Интересно, глубина здесь какая? Ух, ебать. Вообще не достает палка. Палка на 2,5 метра. Глубоко. Ладно, обратно я плыву, короче. На место лодку оставить надо. Запах мяты я чувствую. Где-то мята растет. Очень даже. Вот это на зеленый, синий. Вон и есть, да. Вон она, мята. Обалдеть. Можно чай сварить. Это не то, я думал. Разная трава. Вот это мята. Синяя уже совсем другая. Вот это да. Вкус такой обалденно вкусный. Ну вот. Спасибо, лодка. И озеру спасибо большое, что дала нам утку. Даже 2. Рюкзака нету сегодня у меня. С собой пакет и веревка. Я так и думаю, это этот Гоголь. Примерно 300 метров, 300-400 метров. Вон там изба, там еще дальше изба будет. И за этими избами там озеро. Схожу я еще до туда. Тут река наша. Тут территория скошена, все красиво. Изба под замком. Ну я эти избы уже для вас снимал. Там черная баня. Там другая семья тоже. Вот туда я идти не стану. Здесь напрямик срежу. Там озеро и находится. Батарейка разряжается. Снимаю минимум. Вообще батарейка разрядилась. Тут туалет. Я что-то раньше и не видел. Да. Мелкие рыбешки, короче, плавают. Волны создают. А уток нету. Вон там рыбы плавают. Пипец. Я весь сырой. Столько воды, блин, набрал тут с этой росой. Вообще, вот. Случайно заметил, на глаза попалась. Свежий, чистый. Но там еще впереди должны еще быть. Вон еще второй. Ух ты. Хрустит на гнилой. Этот хороший. Этот хороший, да. Так что крупные не очень так. Вон еще один.
Далеко вглубь бесполезно заходить, думаю. Именно возле дороги какая-то сырость, может, из-за этого выходит гриб. Черника. Дары природы. Чистый. Смотрите как. Вообще чистый. Не, на суп я наберу 100%. Я уверен. Вот этих я видел. А некоторые, что мне попались, даже я их не видел. Тут хорошие. На каракатах ходят, ездят. Но видно, что им лень встать там, остановиться и проверить гриб. Просто они едут быстро-быстро домой и все. Ой, ну сильная засуха у нас, и поэтому большой выход грибов нету. Смотрите, сколько черники. Вы такое когда-нибудь видели? Нет. Он прям возле дороги. А у нас она есть в этом году. Не каждый год, поверьте. В этом году очень много урожая черники. Если не лениться, если есть здоровье, то можно собирать там десятки тысяч рублей. С кислинкой чуть-чуть. Место не очень. Ягоды разные везде. До хрена их. Вон. Здесь только пол ведра. В этих кустах, что я вижу. Не надо далеко ходить. Встал на машине. Прямо возле дороги. Я на подходе к избе, там уже изба наша. Тишина, молчит. Надоело, видно, ему лаять. Да и когда там вдалеке на озере был, уже лая не слышал. Черный ворон только кричит. О. Вот эти грибы я тоже видел. Надежда была именно на эти грибы. Оказались все гнилые. Один только вот целый. Красивый гриб. Увидел. Увидел. Ты смотри на него. Да. Сейчас отпущу. Так это ставлю. Сейчас я... Батарейка разрядится, наверное. Menday. No look. En tullaan. Uspokoi chill.
Все, сегодня целый день он будет еще гулять. Намон. Поменял аккумулятор. Вон Тулан что-то нюхтит. Ну и сегодняшнюю утреннюю зорьку хочу еще показать. Вот 2 утки. И получается вот такое количество грибов. Ну, вот такой кастрюле, скажем, 1,5-литровой кастрюле можно сварить суп. Ну, может, еще за целый день найду. Потому что сейчас я пойду, ребят, собирать ягоды. Даже чай не буду кипятить. Там у меня на печке есть чай. Тепленький такой. Сейчас сперва ружье почищу в чехол, потом спрятать его. И все, вчера я тоже вечером чистил. Обязательно всегда я чищу оружие после выстрелов. И всем рекомендую чистить оружие именно после выстрелов. На ночь или на неделю не надо оставлять. Потому что порох сам по себе вот как-то умудряется он портить ствол. Лучше пробежаться шомполом. Вот, я сейчас почищу и попью чаек. Потом, пока не так жарко, надо сходить за куда-нибудь. И пока не жарко, надо сходить собрать ягоды. Черники попробовать еще найти. Такое повкуснее. На завтрак у меня свежие огурцы, остатки яичницы, чай и, в принципе, еще вот такой завтрак. Огурцы помыл, бахнем туда майонез. Ночью шуршал тут мышь. Очень даже ничего.